Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Мои дорогие зрители, с вами, как всегда, ваша Ольга. Всех вас сердечно благодарю за то, что вы со мной зашли на мой канал, смотрите это видео, за вашу невероятную и теплую поддержку в комментариях, лайками, за вашу помощь, мои хорошие. Земной вам поклон. Сегодня у нас будет отсыпочка на вашего суженого, на вашу половиночку. Давайте посмотрим, кто он такой, чем он занимается, ну и когда же он в вашей жизни появится. Загадайте, пожалуйста, на суженого и давайте вместе посмотрим. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Так, смотрю, что вы выглядываете этого человека. Знаете, как показывают? Показывают, что у вас огромное сердце, в котором накопилось много-много любви и нежности. Вот прям есть потребность, желание любить и быть любимой, но не с кем. Ну, либо нет достойного, да, человека, на кого бы вы могли потратить свою любовь. Кстати, у кого-то отыграется, что у вас были серьезные отношения, и даже у кого-то был брак, может быть, и не один. Но как-то все плохо закончилось болью, отвращением, разочарованием и очень неприятными какими-то последствиями в виде, например, обвинений в вашу сторону, либо какого-то безумного суда, там, дележка имущества, да, в таком ключе. Мужчина, кто был с вами рядом, очень по-свински с вами поступил. И это я так мягко говорю. То есть вы уже как нахлебались, да, от мужчин. И вижу, что не хотите повторов, и теперь очень аккуратно, взвешенно относитесь к выбору партнера. То есть поклонников у вас много, и предложений много, и внимания много, но вы не спешите в отношения. Вот никто настолько не тронул ваше сердце, никто не смог покорить, да, а вы не спешите. Вы из тех редких людей, которые не согласны быть абы с кем, и свое, грубо говоря, одиночество вы гордо несете по жизни. То есть я не буду размениваться по мелочам, я не буду там терпеть какого-нибудь козла, лишь бы быть с кем-то. Нет, вы не такая. Вы хотите полюбить, вы хотите влюбиться, вы хотите именно своего женского счастья. И еще, мои хорошие, вижу, что прослыли вы снежной королевой. Мужики очень часто о вас говорят, и говорят, что вы действительно как будто бы из снега и льда сделаны. Прям у вас такой жесткий взгляд, и прям ошпариваете холодной водой, да, когда к вам подходят. Такая неприступная крепость. Мужики о вас часто говорят, часто вас обсуждают. Ну а женщины, кто в вашем окружении, наоборот, восхищаются тем, что вы сильная, тем, что вы независимая, тем, что вы не ложите свою жизнь на алтарь какого-то мужика. То есть себе цену знаете. Восхищаются и завидуют, потому что не все, как вы, могут. Да, вижу, что в жизни вам нелегко, вижу, что сами всего добиваетесь, сами себе путь прокладываете. И плюс еще ответственность вижу. Скорее всего, у вас есть ребенок, либо родители, которым вы должны помогать. То есть как бы вы и за себя отвечаете, и за тех, кто с вами рядом. Так, по поводу вашего суженого. Здесь показывают умного мужчину, умного и деятельного. Мужчина, скорее всего, либо был в отношениях, либо в браке был. Мужчина, который сейчас занят очень важным и ответственным делом. Грубо говоря, на вопрос, что он сейчас делает, ответ простой. Он работает, и работает очень много. Либо всю свою жизнь
в данный период времени он положил вот именно в работу, вернее, вложил в работу. Серьезная работа, серьезная занятость. Спит он очень мало, вообще не развлекается, вот прям с утра до ночи работает, вкалывает. Опять же, вы все разные, мужчины тоже разные. У кого-то мужчина, может быть, где-то там ручным трудом занимается, у других мужчина действительно занимает ответственную должность, пост. У третьих отыграется, что мужчина, возможно, не знаю, родину защищает, понимаете? Чем-то прям очень важным занимается, ответственным и важным. Цели этого мужчины чего-то в жизни добиться. Не просто денег заработать, а кем-то стать, вот кем-то значимым, важным, карьерно расти. Либо заработать денег, чтобы купить недвижимость, тоже про квартиру, дачу, машину хорошую. То есть, да, вот и заработать, и заявить о себе, добиться, карьеру сделать. Ну, целеустремленный мужчина, целеустремленный. В любви он, как и вы, уже обжегся. И себе, наверное, таки вот, как на мой взгляд, запретил. Запретил любить. Рядом с ним сейчас нет никаких женщин. Он их как-то, знаете, даже сторонится, в какой-то степени шарахается. И менее всего хочет влюбиться. Ну, потому что это будет отвлекать от работы. Потому что женщина, ну, как ни крути, женщине нужно внимание. Внимание. А он в такой фазе своей жизни, когда работа вот первое место занимает. Я должен заработать, я должен добиться. Вот. Скорее всего, поэтому вы еще и не встретились, потому что он с головой ушел в работу. Кстати, у кого-то отыграется, что вы уже знакомы. Когда-то вы познакомились, либо, может быть, недавно познакомились, но, опять же, он ушел в работу, а вы ушли с головой в свою жизнь. Вот. Пока он не заработает, либо пока он своего не добьется, чего-то большего между вами не будет, либо встреча между вами не состоится. Я вижу вашу будущую встречу. Здесь мужчина, он, смотрите, на коне, весь светится, блестит, с какими-то то ли медальками, с чем-то он, как елочка выглядит, нарядный, красивый, успешный. Вот именно с таким мужчиной вы встретитесь, и именно в такого мужчину вы влюбитесь. Да, никак по-другому. Никак, понимаете? Опять же, для вас тоже очень важно, чтобы мужчина что-то из себя представлял, чтобы мужчина не был пустым местом и не был каким-то абьюзером, либо побирашкой, да? Вы уже на такого внимания не обратите. Скорее всего, у вас такой уже был, да, опыт имеется, и вы просто уйдете, да, не станете ни говорить, ни общаться, просто уйдете от такого. Вот. И еще по поводу вашего будущего. Говорят, что он очень смелый, и человек достаточно жертвенный. То есть, если надо, то он без всякого там укора, без всяких просьб просто будет брать и делать. Человек очень любит детей, либо очень хочет иметь детей. То есть у него могут быть дети от предыдущего брака, и он очень любит. И также он может хотеть еще детей. Если у вас есть дети, с удовольствием он примет этих детей как своих. То есть любит возиться с детьми, умеет найти подход, умеет заинтересовать, умеет подружиться. Очень добрый он к детям и к животным. Вот это вот прям такое ключевое качество. Животных любит всех. И кошек, и собак, и там попугайчиков, птичек, и рептилий, и диких животных. Ну, прям любит, любит. А животные, кстати, тоже ему любовью отвечают. Это тоже очень классный показатель того, что человек очень хороший. Ведь животные, в отличие от людей, всегда чувствуют, человек хороший либо плохой. Я не удивлюсь, если у этого мужчины в разные периоды жизни было много животных. Сейчас, скорее всего, нет, потому что работа очень ответственная, и мне почему-то кажется, что он еще как-то не дома работает. То ли он где-то по контракту работает, то ли он постоянно вот в разъездах находится. Но опять же, когда у тебя график 12 на 12, да, то очень сложно завести животное, за ним ухаживать надо. Но когда вы будете вместе, скорее всего, он будет очень настаивать на том, чтобы были животные в доме. Начнете с одного, а потом у вас там маленький этот контактный зоопарк образуется. Хотя вижу, что вы тоже любите. Либо не прочь. Может быть, кошечку хотите, либо собачка у вас маленькая есть. Да, вы тоже любите животных. И, кстати, у кого-то отыграется, что вы очень много для животных делаете. Для бездомных животных. Там подкармливаете, может быть, даже волонтерите.
Вот это показано. В этом вы друг друга найдете. Так, еще про этого мужчину говорят, что у него характер суховатый. То есть мужчина, который не любит вот эти все уси-пуси, комплименты, трехэтажные, там, витиеватые подкаты. Он этого не любит. Он человек прямой. Он говорит как есть. То есть если вы ему нравитесь, он вам так и скажет: ты мне нравишься. Если он в вас влюбится, он тоже вам так и скажет: я тебя люблю, я в тебя влюбился. То есть обходных, заходных маневров точно не будет. И мне вот нравится его кредо. Он всегда говорит то, что думает и чувствует. Всегда. По поводу его конфликтности. Ну, я так скажу. У него есть свой какой-то кодекс чести, правил, да, внутренний какой-то устав. Он об этом говорит, он этого не скрывает. И, конечно, он и сам соблюдает, и хотел бы, чтобы его близкие тоже соблюдали. То есть есть, все-таки есть. Также вижу, что мужчина может проявлять упорство. И, скорее всего, часто его проявляет. Его нельзя там убедить, переубедить. Его нельзя сломить, надломить. Если он во что-то уперся, он сделает по-своему. Либо будет делать так, как считает правильным. Душнило я его не вижу. Но какая-то сухость присутствует. Вот как хотите. Вот это смущает. Может быть, вы девочка-девочка, вы любите нежность. А этот мужчина, он не нежный. При всех его хороших положительных качествах он не нежный. Он все-таки более грубоватый. То есть, ну, в глаза правду говорит, комплименты делать не умеет. Мне даже кажется, что он и ухаживать особо за женщинами тоже не умеет. Нет, ну, цветы, конфеты, там, подарки понятно, но так, чтобы прям поэму, стишок, да, там, посмотри, какое небо прекрасное, ты как лепесточек розы, да, вот этого всего не будет. 100% нет. И вам, наверное, будет этого не хватать. Ну, девочки, не всем же быть нежными. Зато он надежный. Зато от него прям за версту веют надежностью, силой. И человек, который сможет вас защитить. Вижу, что за ним, как за каменной стеной. И если вас всегда интересовало это выражение, и вы все не понимали, как это, то именно с этим мужчиной вы поймете. То есть надежный тыл, вы на него полностью можете положиться, не предаст, не подведет, не обведет, не обманет. И все, что пообещал, все сделает. Его не нужно будет там дергать, по 100 раз напоминать. Он человек слова. По поводу вредных привычек. Пьет, выпивает. Я не могу сказать, что он там запойный алкаш. Но то ли работа у него сложная, опять же, давление идет на психику, и он так расслабляется, то ли, ну, как-то исторически это случилось, сложилось, и выпивает. С друзьями может выпить, после работы может выпить. Но опять же, он не буйный, он не алкаш, то есть там нет каких-то последствий от этого. Ну, выпил, заснул. Стал веселенький и заснул. Как-то так у него идет. Скорее всего, за ужином он себе позволяет. Ну, либо в компании друзей может там чарочку, парочку чарочек, да, принять. Но опять же, если от этого никому нет вреда, ни окружающим, ни ему самому, то почему бы и нет. У кого-то еще отыграется, что мужчина покуривает. Ну, опять же, видите, он один, работа сложная. Ну, можно как понять, простить. И, в принципе, может, он и недавно начал курить. Может быть, как тоже, знаете, ну, отдушина какая-то идет. Хотя это вредная привычка. Вредная. Ну, опять же, сегодня курит, завтра бросит. Тут цепляться к этому не стоит. Еще я вижу, что этот мужчина очень сильно привязан к своей родне, к своей семье. Вот как вы свою семью любите и все для них делаете, он точно так же относится и к своей семье. Здесь могут быть и родители, и даже какие-то другие родственники, там братья, сестры, племянники, племянницы. Вот прям открытая, добрая душа. Это его тоже с положительной стороны характеризует. И опять же, вам легко это будет понять, потому что вы тоже любите своих близких и все для них делаете. Любит, привязан. Но знаете как? Не будет никогда
действовать по советам и наводке своих близких, он и сам все знает. Но помогать им будет всегда, постоянно будет участвовать в их жизни. Я еще вижу, что этот мужчина мечтает о какой-то то ли поездке, то ли о каком-то переезде. Может быть, мужчина мечтает где-то побывать на каком-то континенте, в какой-то стране, может быть, экзотический остров. А может быть, он мечтает и видит свое будущее где-то далеко в эмиграции, да, куда-то уехать, переехать. Но опять же, мужик он основательный, просто так мечтать и думать он не будет. Пока он там все не взвесит, не продумает, не просчитает, он с места не двинется. В этом, конечно, плюс. Кстати, по поводу считать. Он любит математику, он хорошо считает. У него это прям, знаете, как в голове там задачки со звездочкой решаются. Это его сильная черта, характеристика. Но в каких-то, может быть, бытийских, житейских вопросах он может немножко быть профаном. То есть, возможно, этот мужчина может решить сложный там алгоритм задачи, но при этом он не сможет прибить гвоздь. Вот как-то так идет. Может быть, он этим не заморачивается, потому что знает, что есть специально обученные люди, да, которые могут эти гвозди вбивать, краны крутить. Вот. И он такой, ну типа, мне это не нужно. Вот. А может быть, ну так в жизни у него приключилось, что он больше занимался наукой, саморазвитием, чем какими-то, ну, такими житейско-бытейскими проблемами. Вот. Не знаю, возможно, для вас это будет минус, а для кого-то, в принципе, нормально. Немножко к быту, к жизни не подготовлен. То есть готовить он, скорее всего, не умеет. Ну, либо если что-то готовит, там максимум бутерброд, яичницу пожарить. Так, мои хорошие, по поводу вашей встречи. Но здесь встреча в каком-то праздничном свете прорисована. Это может быть и чей-то день рождения, и свадьба, и также какой-то праздник в масштабах там, города, в масштабах страны. Вот именно на празднике вы как с друг другом, не знаю, столкнетесь, что ли, либо друг друга в толпе увидите. Встреча. К сожалению, не могу сказать, когда конкретно, потому что вы все слишком разные. Но вижу, что судьба вас друг к другу ведет. А моментально почувствуете, что это ваш человек, но он, соответственно, то же самое почувствует. И вот образуется между вами очень сильная эмпатическая связь. Вы прям друг друга без слов понимаете и ощущаете. Это будет удивительно. Это будет, знаете, как мурашки по коже. Ну, как без слов, да, будет понятно, что вы просто созданы друг для друга. Встретившись, больше не расстанетесь. И какие бы там проблемы ни возникали у него, либо у вас, вижу, что все будете делать вместе, все будете решать вместе. Ну, хороший знак. Вы созданы друг для друга, и судьба вас обязательно сведет. Такого мужчину, девочки, стоит подождать. Не стоит форсировать, стоит подождать. Вот, всему свое время, и вижу, что ваш час, он тоже настанет. Мужчина появится, вот еще такая подсказка, да, когда будет достигнута его цель. Когда ему будет что вам про себя рассказать, предъявить, показать. Да, что я успешный, что я добился, что я там жилье приобрел. Вот в таком ключе информация. Так что молитесь за него, пусть быстрее его цель будет достигнута, пусть мечта его скорее исполнится. И пусть ваша встреча тоже как можно скорее состоится. Мои хорошие, на этом все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.